Здравствуйте, это программа «Интервью», и мы сегодня поговорим о том, как готовят будущих защитников Родины в школах ДОСААФ России. И наш гость, председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Денис Добряков. Денис Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Денис Валерьевич, расскажите, пожалуйста, вот Добровольное общество уже имеет богатую, почти столетнюю историю. Менялись названия, но суть оставалась одна. Расскажите, вот каких специалистов на данный момент сейчас готовят в школах ДОСААФ России? На данный момент как раз очень небольшой спектр подготовки. Это всего 12 профессий. В основном это водительские профессии. Ну, все знают, что можно обратиться в школу ДОСААФ, обучиться по категории С, Д, Б. Вот. Но как госзадание для армии требуются как раз вот эти первые две категории. Это грузовые автомобили. Вот. Тем не менее, если обратиться к истории ДОСААФ, Асавиахим, ДОСААФ СССР, мы вспомним, насколько широкий спектр был профессий подготовки для вооруженных сил. И именно к этой практике мы сейчас обращаемся. То есть с этого года мы добавляем еще 8 профессий. Мы говорим сейчас о новом развитии ДОСААФ. Такие новые или так старые забытые профессии, как пилот, первоначальная летная подготовка, легководолазная подготовка, стрелковую начинаем опять культивировать. Самые важные профессии, которые доказали потребность сейчас в зоне военных действий, это роботизация, робототехника, БПЛА, БЭКи, радиосвязь, управление. Вот. Поэтому мы сейчас в очень таком серьезном темпе начинаем, во-первых, вспоминать, что мы умели раньше, а во-вторых, что нам нужно уже на будущие профессии. И вот этот спектр, еще раз повторюсь, будущих профессий, он крайне широк. То есть до 30-го года у нас уже в задачах стоит вырасти в 3-4 раза. По количеству только профессий. Поэтому стартанули, начали. Думаю, оглядываться не будем. Ну и, соответственно, материально-техническое обеспечение школы уже тоже потихоньку, помаленьку они обновляются, модернизируются, да? Ну, в части существующих профессий, да. Но, во-первых, здесь помогает Министерство обороны. Потому что для того, чтобы обучить по какой-то военной учетной специальности, конечно, государство в лице Минобороны выделяет эту технику, на которой нам нужно проводить обучение. Ну, вот те же КАМАЗы, значит, прицепы, какие-то тягачи, это все дается со стороны Минобороны. По будущим профессиям сейчас обсуждается, как это будет выглядеть, за чей счет, либо мы... Ну, вообще мы в этом году делаем эксперимент с собственными силами. Силами ДОСААФ. И вот то, что я сказал, летчиков, водолазов там, и другие профессии, мы готовим сейчас силами ДОСААФ. Если мы доказываем, что это действительно на том уровне, которым нужно государству, мы говорим уже о заключении контракта с Минобороны. Расскажите все-таки, пожалуйста, знаете, о чем вот школа ДОСААФ России, сколько в целом отделений имеются по стране, потому что у нас в Башкортостане 37 отделений. Ну, я вам вообще хочу сказать, что у вас, наверное, одна из самых, ну, если молодежным сленгом сказать, продвинутых, а так обеспеченных и работающих школ ДОСААФ. То есть Башкирия в лидерах. Причем прямо вот в тройке лидеров. Вот. И проблемы есть. Проблемы такие же, как у всей страны. То есть это и изношенная материально-техническая база. Это забытая часть профессии. Но тем не менее здесь, что мне здесь нравится, это прямое взаимодействие с органами местного самоуправления и с главой субъекта. То есть здесь, конечно, очень большую роль играет помощь со стороны главы республики, со стороны руководителей, значит, муниципальных образований. Вот. Ну и сама активность регионального управленца. Поэтому здесь, на мой взгляд, сейчас многим есть поучиться, чему вот у Уфы, у Башкирии вообще. Вот. Но еще и есть и куда двигаться. Я еще раз говорю, новые профессии, которые мы начинаем, мы будем внедрять и здесь опять. А вот все-таки вот у нас готовят тоже, как и по стране, как вы говорили, это водители, парашютисты, соответственно. И, соответственно, внедряется еще, как я полагаю, если не ошибаюсь, начало специальной военной операции, еще тактическая медицина. Действительно, после начала боевых действий, после входа, значит, в фазу специальной военной операции, стало понятно, что готовить надо
в более широком спектре, и действительно нужно давать те профессии, которые в первую очередь необходимы. Даже не то, что профессии, навыки. И мы добились того, что в состав любого вуза, как мы говорим, военной учетной специальности, должны входить навыки, необходимые для бойца. Это безопасное обращение с оружием. Это основы медицинской подготовки. Пусть мы ее назовем тактической медициной, там неважно как. Да, есть определенные термины у медиков. Основы медицинской подготовки, оказание помощи, значит, знание уставов, знание и умение, как обращаться там со всеми элементами снаряжения, вооружения в той специальности, в которой вы проходите обучение. Ну и много еще чего, так называемая комплексная модульная подготовка, которая должна войти со следующего года в состав любой военной учетной специальности при подготовке к военной учетной специальности. Поэтому медицина там одно из номер, вот прям раз-два. Да, это обязательно. Вот Кроме того, еще, да, отдельная, значит, опять возникла и вспомнилась специальность, это санинструктор. То, что много лет не готовили, с этого года тоже начинаем опять возобновлять, готовить, и это будут не профильные специалисты с медицинских вузов, да, или техникумов, а действительно люди, которые просто придя на образование, на обучение по соответствующей специальности образования, получают первоначальную подготовку по оказанию медицинской помощи, как санинструктор. Это уже серьезнее. Ну, вот школа ДСАФ России, это, по сути, условно говоря, это хорошая подготовка для будущих призывников и воинов, которые выбирают контрактную службу. Все-таки потому, что в действующей армии боец получает основную подготовку по военной учетной специальности, не так же? Здесь можно, вот знаете, так разложить по полочкам получение военной учетной специальности, подготовки к службе в армии, подготовки к дальнейшей гражданской жизни. То есть, кроме того, что вы получаете военную специальность, вы можете получить специальность, которая будет вас сопровождать всю жизнь. То есть, человек, который становится профессиональным водителем, очень часто не теряет это желание работать таковым, и после прохождения срочной службы совершенно спокойно находит себе работу на гражданке. То же самое с медицинским специалистом. Кстати, по поводу сопряженных специальностей, так называемых, они могут быть просто составной частью основной подготовки, но при этом очень здорово пригождаются на гражданке в будущем. Вот. Та же медицинская подготовка, но вспомните, сколько у нас вот этих вот ротозеев стоят вокруг ДТП и не знают, как приложить и как помочь человеку. Мало того, есть еще серьезные юридические ограничения при оказании первой помощи, которые мы обязательно рассказываем, что можно, что нельзя. Одно дело оказать медицинскую помощь в условиях боевых действий, когда нужно сделать все, и особо правовой статус тебя не тревожит. А другое дело, когда ты находишься в рамках оказания медицинской помощи в гражданской ситуации, над тобой висит там целый пласт законов, что можно, что нельзя. Да? И это тоже нужно знать. Поэтому, пожалуйста, приходите в ДОСАФ, вам расскажут, покажут эти курсы, как пройти. Я думаю, что это будет правильно и интересно. С 18 лет, да, как я полагаю, принимают? Ну, вообще, ДОСАФ членство с 14 лет, но через технические виды спорта мы работаем с детьми гораздо раннего возраста. По стране есть различные, допустим, мотоклубы, да, клубы авиамоделирования, судомоделирования, которые зачастую тоже входят в состав региональных отделений ДОСАФ. И здесь возраст понижается до уровня входа в осознанное там какое-то моделирование, проектирование. Поэтому здесь, вот чем раньше мы начнем работать с пацаном, с девчонкой, тем быстрее и, может быть, правильнее он может определиться с будущей профессией. Поэтому здесь, да, вот с точки зрения подготовки по линии ориентирования на вуз, на военную учетную специальность, у нас 14 лет и выше. Вот. А работаем мы гораздо раньше, потому что к нам приходят пацаны даже в аэроклубы. Просто посмотреть на самолет. Ну и огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, соответственно. Вот как вы в целом оцениваете, как данная работа ведется в Башкортостане? Я еще раз скажу, Башкортостан в лидерах. Мне это очень нравится, импонирует мне, потому что
как раз занятия по любой специальности обязательным образом должны согласоваться и сопоставляться с тем, насколько человек понимает, для чего это надо. То есть, действительно, вот эта мотивация любви к родине, мотивация любви к своим родителям, родным, родной земле, принципиально важна, потому что человек изначально уже заточен на некую защиту своего. И для молодого, для маленького даже человека это крайне важно понять, для чего он занимается тем или другим, и тем или иным. И если он влюбляется в какое-то свое профессиональное дело, поверьте, он его будет защищать гораздо больше, чем вы перед ним повесите плакат «Родину надо любить». Вот по-другому воспитываем. И воспитываем в первую очередь через любовь к занятости, к профессии, к чему-то то, что молодой человек увидел как дело своей жизни. Может быть. Вот, поэтому здесь тут же надо накладывать еще и, как вы сказали, патриотическое направление. На самом деле просто любовь к тому, что тебе дает страна. Отсюда и возникает понятие «Родина». Денис Валерьевич, вот что даст соглашение между Башкортостаном и ДОСААФом России? Вот какие направления откроются и перспективы? Соглашение всегда это формальность. В основе всего лежит истинная договоренность между сторонами на предмет работы в совместном направлении. У нас совпадают с республикой, с Ради Фаритовичем совпадают совершенно взгляды на предмет подготовки молодежи. То есть, вот я только что сказал, как должно выглядеть патриотическое воспитание в контексте профессиональной подготовки. Вот абсолютно такое же понимание у руководства республики. И это просто радует, потому что, действительно, я напомню, что Башкортостан в лидерах, и в лидерах благодаря тому, что внимание главы республики и правительства республики, оно, я вам скажу, что такое, прям очень заметное. Очень заметно. Это и помощь в восстановлении материальной части. У нас самолет крайний раз очень дорогой был восстановлен за счет средств республики. У нас в каждом, я говорю уже у нас, заметьте, да, в каждом муниципальном образовании у нас создано местное отделение, так называемая первоначальная ячейка ДОСААФ. То есть вот у вас сколько там, около 40, по-моему, да? И они все имеют официально оформленный статус местного отделения. То есть это не в каждой республике, не в каждом субъекте федерации такое здесь. Поэтому, мне кажется, здесь очень правильное внимание к своим молодым людям. Я не говорю к ДОСААФ. ДОСААФ – это инструмент. А к своим молодым людям, которые должны, во-первых, полюбить заботу, которая к ней оказывается, а во-вторых, оставаться у себя дома и заниматься делами, которые необходимы своей земле. То есть я же по-разному тоже свою жизнь строил. И в свое время был главой одного из городов на Волге. И вот я прекрасно понимаю задачу органов власти доказать молодым людям, что жить нужно у себя дома. И вот одной из таких тем привлечения – это возможность дать им выбор профессии у себя на территории. ДОСААФ здесь только как помощник. Мы двумя руками за такую политику. Благодарю, Денис Валерьевич, за беседу. А у нас в гостях был председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Денис Добряков. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.